Одного авианосца у берегов Северной Кореи уже недостаточно. Пока это еще не официальная информация, но здесь, в Сеуле, с уверенностью говорят, что США направляет еще 2 корабля подобного типа в Японское море. К Карлу Уинсону присоединятся Рональд Рейган и Нимец. Если это действительно так, то очевидно, что США действует по плану, который ничего хорошего Северной Корее не сулит. В Сеул как раз в эти дни прилетел американский вице-президент Майк Пенс. Местная пресса выставляет его своеобразным героем. Во-первых, во время вчерашнего неудачного пуска северокорейской ракеты борт Пенса уже был в воздухе после дозаправки на Аляске. И тот не развернул самолет, хотя мог бы, и долетел до Южной Кореи. А сегодня Пенс поехал в демилитаризованную зону, на самую границу между двумя Кореями. Для него это очень личная история. Именно здесь в 50-е годы воевал его отец. Сам вице-президент стоял буквально в нескольких метрах от территории северян, что опять же вызвало большое обсуждение. Так вышло, что нашей съемочной группе доводилось бывать в этом месте. В моменты корейских обострений туда регулярно вывозят прессу. Это недалеко от Сеула. Демилитаризованная зона звучит устрашающе, но не более. Конкретно это место скорее аттракцион для журналистов с сувенирным магазинчиком. И в поездке мало чего героического. Вернувшись оттуда в Сеул, вице-президент был достаточно резок. За последние 18 месяцев Северная Корея провела 2 незаконных ядерных испытания и беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет, включая провалившийся пуск во время моего полета сюда. Эра стратегического терпения подошла к концу. Все, что делалось в отношении КНДР при Обаме, стратегическим терпением не назовешь, прокомментировал позже глава российского МИДа, отметив, что и США раньше давили на Пхеньян достаточно сильно, и Совет Безопасности ООН санкции принимал. А использование силы тут явно не выход. Это, конечно, очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерные, ракетные, авантюрные действия Пхеньяна в нарушении многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которых мы видели вот недавно в Сирии, не будет. С недавними северокорейскими испытаниями, когда ракета взорвалась практически сразу после старта, не все так просто. Британский экс-министр обороны предположил, что запуск сорвался из-за действий американских хакеров. Мол, Вашингтон давно сделал ставку и на такое сдерживание. Хотя официально о кибервойне с режимом Кима ни слова, все больше об обычной. Вы продолжаете рассматривать военное решение? Все решения возможны и обсуждаются. Сеульские военные эксперты за выходные успели хорошо изучить кадры недавнего пхеньянского парада и обнаружили на них новые боевые соединения солдат специальных тактических войск, проще говоря, спецназовцев, шагавших по площади с замазанными черным кремом лицами и в черных же очках. Что это значит? То ли действительно новый род войск, то ли это такой северокорейский ответ морским котикам, неясно. Но выглядит, особенно в нынешнем контексте, угрожающе. Иван Трушкин, Никита Чалых, телекомпания НТВ, Сеул, Южная Корея.